18 октября. Сейчас время 5 часов утра, 17 минут. Если точное время у меня на часах. На будильнике то есть. В 4 часа вставал, выходил на улицу. Айда у меня здесь. Под наром сегодня ночевала. Не выгонял. Пусть, думаю, отдохнет нормально. Лучше будет работать, надеюсь. Вот так. Сейчас плюс 3 градуса. Плюс 3 градуса. Без ветра, без ничего сейчас было в 4 часа. Темно еще, вон, ребят. Темно. На небо так посмотришь, как-то еще более-менее небо видно, а чтобы по тайге без фонарика еще не пройдешь. Вчера тоже от вечером я снимал. Видно, что небо светло, а в тайге темно. Сегодня хотел сходить в сторону юга, на лесопондовской вырубкой. В голове у меня, ребята, все поменялось. И сегодня сходим мы, наоборот, на север. Строго на север схожу. Потому что там более плотно тайга. Вырубки, конечно, также есть, как без вырубок, везде вырублено. Но вчера позвонил домой, и завтра целый день дождь. Может быть, завтра и придется пересидеть в избушке целый день. Потому что если с утра до вечера дожди будут, я не знаю, куда-нибудь пойду или нет. Сегодня сходим на север. И чтобы уже не думать в ту сторону, что надо сходить. Там тоже интересные места. Очень интересные места. Походим, поснимаем. Увидим, нет кого-нибудь, постреляем, нет, там все видно будет. А завтра или послезавтра уже в эту сторону. И почему я так решил? Потому что на днях, наверное, резко ударят морозы. И в дальние пути уже рискованно ходить. Потому что моментально лед может встать. Река у нас такая, что не такая быстрая, течение не такое быстрое. И буквально вот за ночь встает и все. У меня есть видео «Ледяной капкан». Я как выходил из этой реки. Еле-еле я добрался до большой реки и до дому. Так все быстро все поменялось. Это тоже видео есть у меня, можете посмотреть. «Ледяной капкан» видео. Как я добрался домой. В такие ситуации, конечно, неохота попадать. Рискованно все, рискованно. И уже Воркута, там все уже заморозки, минус 14 идет. И даже у нас может резко ударить морозы. И буду еще ходить. Я не буду останавливаться. У нас еще 5 дней впереди. Нам надо ходить, что-то добывать. И посмотрим, что как будет. Все увидите. Буду снимать. Повербанк у меня еще. Сейчас подсоединен он. Заряжаю видеокамеру. Второй раз уже беру в лес, в тайгу, этот повербанк. Рекомендую, ребята. Рекомендую. У меня видео есть, все в описании. Там про этот повербанк я с Китая покупал. Прошлый поход я целую неделю заряжал эту видеокамеру, смотрел, сколько я свои видео. 2 шкалы только ушло. А дома уже начал заряжать. 2 шкалы заряжает и все. Ну, думаю, все. Ё-моё. Целый день 2 шкалы показывает зарядка. Думал, все, фигню какую-то купил. А нет, ребята, это долго заряжается, потому что повербанк хороший. Не моментально и зарядилась.
пауэрбанк. А заряжает очень долго тоже от электричества. Потом третья шкала появилась, четвертая. Целый день, короче, больше дня заряжает. Если полностью истратить энергию с пауэрбанка, там день, думаю, не хватит, чтобы зарядить вот эту штучку. И вот он тяжелый. Я, походу, его не беру. Я просто вот в избушке заряжаю. Или же светильник включаю, или же пауэрбанк заряжаю, видеокамеру заряжаю. Для похода у меня второй пауэрбанк еще есть. Все вы знаете, кто из моих подписчиков все время меня смотрит. Все про меня уже знаете. Что у меня есть, как я живу, все знаете, ребят. Вот так. А это я рекомендую. У кого еще нету, покупайте. Нормальный пауэрбанк оказалось. Рекомендую. Это не реклама, это я для себя покупал. И что мне нравится, я рекомендую другим. Вот такие дела. Хороший пауэрбанк. А сейчас я буду просыпаться. И начинает уже потихоньку. Ну, темно, и темно еще. Чуть-чуть, может, еще и непонятно там. Мох как будто беловатый или так. Кажется, заморозка вроде не было. Но тихо сегодня. Ветер стих. Сходим на север. Ох, хорошие места там покажу вам, ребята. Отличная охота, думаю, будет. А если, все, давай. Будем просыпаться. Минут 20, ребята, я уже в пути. Выскочил рябчик. Вряд ли найдем, тут очень густо. Густой плотный лес. Но он сел здесь недалеко. От тулана так выскочил. Где-то тут. Даже не охота, так в принципе и подходить. Только время теряем. И заснять нормально его все равно не удастся. Но он тут, он где-то буквально там 25 метров от меня. Сидит, да, не буду, наверное, время терять. Хотел показать вам, но смотрю, лес густой там. Потихоньку уже идем. Где-то километра 4, наверное, по тропинке буду идти. А там уже просека. И по компасу туда-сюда. Почему-то один здесь. Вроде как несколько штук их было. Как и у оленей, у меня одна магистраль на север. Куда они, туда и я. По ихним тропам перехожу я это болото. Можно, конечно, стороной обойти где-то еще. Но кругом такое место сырое. Больше километра или 2 километра. Я не знаю. Не измерял ничего. Хотя бураном я тут тоже гонял. Или можно навигатором тоже измерить. Прошлый поход, наверное, здесь где-то куница там видели. И куда-то он туда побежал. Там айда балаяла. А погода сегодня вчерашней погодой не сравнить, ребят. Я прям иду, но нет слов, я просто балдею. Такое настроение. Но настроение, вот, скажем, ты с хорошим настроением идешь, может, возвратишься наоборот с плохим настроением. Или же с плохим настроением ты вышел, что-то нехорошо тебе в жизни или еще, а возвращаешься наоборот. Так что, главная погода сегодня, ребят. Дома так и сказали, сегодня до 9 вечера дождя не будет. Так что будем рассчитывать, что будет хорошая погода и до вечера хорошее настроение. Потому что сейчас у меня настроение такое плохое. Иногда бывает хреново на душе. А сейчас вот, иду
нехорошо. Все время хочется дальше и дальше идти, вот все больше. Иногда подумаю так, взять бы сухпай на 5 дней. И так вот целый день идти до какой-нибудь избушки. Придешь на избу, там переночевать. Дальше идешь. А тоже нереально так. Ты целый день идешь, все равно ты что-нибудь да пострелишь. Глухаря или еще. Если 2 глухаря ты добыл на расстоянии 15-20 километров, это уже ужасно тяжело. 3 глухаря вообще гибель. И тоже вот птицы. И тоже вот. Ну, нет, не вариант так. Из избы до избы. Но если только чисто поход. Не промысел, не охота. Просека. Вот на эту просеку мы сегодня и станем. Это строго идет на север. А тропинка идет вон куда. Здесь я проходил, у меня тут капканы. Путик тоже, зимние капканы тут стоят. И сейчас я туда не полезу до снега. Там, короче, фиговое место, вообще хреново ходить. Ужасно. А здесь уже натоптано и не потеряешься. И более, уже тропинка как-то. Я лучше круг, придется круг сделать. Я сейчас выйдем на такое место, хороший ягель тоже. На ягель выйдем и там пойдем, короче, на эту просеку. И вот по этой просеке сегодня целый день будем штурмовать. Вот те места вот севернее от моей избушки. По просеке там, в сторону там, вырубки. Такие планы. Где-то часов до 4. Или чуть пораньше. Мне надо и сетки еще проверить. Но, в принципе, если не успеем сеткой проверить, это ничего страшного сейчас. Там, кроме яйцов ничто не попадает. И яйцы они могут там 2-3 суток. Они какие сетками, они не дохнут. И холодная вода сейчас не плодится рыба. А если вдруг где-то испортилась рыба, есть кому кушать. У меня 2 спиногрыза. И их накормлю. Или же на капканы там приваду можно использовать. Ой, блин, тоже использовать. Главное, чтобы попалось еще. Думаю, я там закинул сетки и на тебе. Иногда бывает неделю стоит и там на жарюху. За неделю наберешь или нет. Вот так. Ладно, пока лишнее болтать не буду. Тоже опять карту этот не взял. Powerbank не взял. Лишний груз мне не надо. И так уже рюкзак не такой легкий. Не люблю я тяжести таскать. Надо в обратный путь, чтобы тяжело было. Когда ты тащишь что-нибудь добыл, не свой хлам по тайге таскать. Это не люблю. Лишнее ничего у меня в рюкзаке в принципе нет. В горле. Что-то все сухо. Пока прошагал. Пошел наконец-то это болото и вышел на такой ягель. Сейчас буду идти на просеку. И сейчас я остановился. Где-то такую косачи не могу определить, в какой стороне. Как будто по пути нам. В той стороне где-то. Один что-то там мурлычет. Красивое место тут.
восхода. Солнце встает. Вон, ребята, квартальный столб. Сейчас эта просека идет на восход. А мы пришли оттуда. В общем, у меня чуть-чуть упало настроение уже. Я мазила, в общем, ребят. Я промазал. Выстрелил в глухаря и промазал. Шанс был подстрелить глухаря. Короче, я расстроен чуть-чуть. Сейчас на ту просеку стану, продолжу сейчас. Отдышаться мне надо. Встали на нашу просеку. Сейчас будем тесать строго на север. И вот я снимал там на Ягелевой месте, где вот Ягель, косачей слышал. Короче, только выключил камеру и трески такие слышу. Буквально, 25 метров от меня дерево, за ним сосна. И на этой сосне глухарь сидит. Что-то голову, шею я вижу. Шевелит. У меня ни секунды не было времени, чтобы как-то место подобрать более уверенно, чтобы встать. Или еще. Я решил выстрелить через ветки так. Вот скажем, вон сосна, за этой передо мной елка. Через елку я решил выстрелить. Ну, для карабина. Для карабина, ребята, это эти ветки, что есть, что нету. В общем, бахнул я. Не знаю, куда я выстрелил. Не знаю. Как будто я и не стрелял, глухарь улетел. Глухарь улетел, а я разинув рот остался. Опа, видели? Видели рябчика? Рябчик проскочил, чуть не сбил меня. Тоже один друг, знакомый, категорически, когда на охоту выходит, категорически против встречи с рябчиками с утра. Они как еретник или как по-другому, по-русски, ну, суеверный даже паренек. С утра, говорят, рябчика увидишь, невезучий день будет. Лучше увидел, сразу подстрелить его. Такие дела. И у меня сегодня тоже пока невезуха. Начало, конечно, и близко еще до избы было. Но не наша птица, что поделаешь. Пока идем пустые. Зимой я по этому просеку тоже на буране езжу. Вон шест, смотрите, шест такой. Но капканы снимаю я, как сказать, на зиму. Здесь капкан у меня стоит. Раньше стояла. Ну, эта просека полностью. Я оставляю капканы с избушки. Хожу и езжу. Раньше. Сейчас как-то ленивый я стал. Блин, одна шкала уже у меня аккумулятора истратила. Что-то быстро. Ладно, пока я, наверное, болтать тоже не буду. Пока такой лес, сосняк, молодняк. Ну, хороший лес. Будем надеяться, что встретим кого. 2 минуты перекура. Идем потихоньку, опять там стена такая. Ну, я здесь вычищал, более-менее просека видна еще для бурана, для езды на буране. И вроде тишина, ветра вообще нету. Солнце встает и
Ручей течет, вон как тихо все. Айда у меня здесь тулан тоже. Думаю, что мы остановились. Сейчас дальше пойдем. Долго задерживаться не будем. У нас долгий путь еще у нас впереди. Планы на сегодня целый день бродить. Хотел здесь обойти тут, но думаю, я туда не полезу, потому что здесь стена леса такая. Молодняк. Очень непроходимо. Дальше пойдем. Да и собаки вроде тихо себя ведут. Такого не хотят ничего. Старые ловушки у охотников. Охотник уже давно умер, а ловушки остались, гниют. Читай, да, с опаской бегает. Недалеко отходит. И в ту сторону все время смотрит. Налево. Два года назад я лопату нашел. Проволоку, лопату. До сюда я притащил. Это у охотников. Капканы там, это у старых охотников. Короче, у них наследники там чуть ниже охотятся. Я хотел туда отнести эту лопату. Потому что здесь, наверное, уже они забросили участки. И уже 2 года тут стоит. Не знаю, так и сгниет, наверное, здесь. Им тоже не говорил пока ничего. Как-нибудь по пути можно закинуть им на путик. Айда, вон, смотри. Нифига не отходит от меня. Я не знаю, кто там ходит. Но она чувствует что-то. Не понимаю, кого он тут. Кого она тут чувствует. Копытные или звери, фиг знает. Все время в ту сторону смотрит. Что-то он. Не понимаю. Определить след так тоже не могу. И на обратный путь я здесь и пойду. А сейчас пока попроще будем подниматься. Ребята, гуси по тайге. Где они? А, вон они. Сейчас поснимаю. Не так высоко летят. Даже бахнуть из карабина даже можно. Вон. Видели? Сколько их там? Ну, где-то с километр высота, наверное, не меньше. Вот смотрите, просто так айда возле меня не крутится, потому что он опять уже следы медведя. Опять что-то вот делая, что-то вот прячет или берлогу себе начинает копать. Короче, везде мох раскидано. А, гуси полетели. Я отошел от просеки. Сейчас уже так брожу. Начал бродить по тайге. Делать хорошие места. Вот, смотрите, кто охотник на глухаря, 100% скажет, что это идеальный вариант для глухарей. Елка, смешанный лес с сосной. Вообще идеально. Тут места идеальные, но пока тишина. Лес там более крупный. В ту сторону я сейчас пока не пойду. Так. Пока мы идем с северо-запада. С таким, ну тут ручей. Тут, сейчас надо перейти ручей, и за ручьем то же самое такое место хорошее. Но тишина. Хоть немножко айда настроение поднялось. Кто вообще около меня, крутился. И по себе опять становится. Ну, зверя чувствует. На тулана так посмотрит.
10 метров так тук-тук-тук побежит и опять останавливается. Плану похорону еще. Так. Лес хороший, но птицы нет. Я не знаю почему. Сколько уже идем. Тишина. Ни одного взлета. Ну если тут встретим, то глухарей. Кополуху. Косачи там дальше, там лесопунтовские вырубки тоже старые. Тут почему-то никого нет. Ладно, надо перейти ручей. Где ручей, там и завалы. Хреново, что этот солнце спряталось. Все время доставать надо компас. И тут еще шире место такое, что там на просека обычно там, ну, меньше, ручей как-то, плохое место уже. Здесь вообще широкое и непроходимое, даже хреново ходить. Вот так. Ну, где там тот тоже ручеек. О, вкус черной смородины, запах. Видно кустарника тут. И вот ручей. Ну не широкий он. Такая притока основного ручья так. Он там с болота идет. Там впадает, там уже, конечно, мощный ручей там. Там мощный суперский ручей. Ага, все, перешли. Тут еще хреново идти, но там дальше вообще сосняк хороший будет. Айда исчезла из виду. Все, опасность миновала, ребят. Блин, где медведь? Значит, айда рядом. Ух, и этот хороший знак уже дает. Вот так и сосняк начинается. Все, будем по сосняку идти. И тут косолапый он ходил. Видно как. Тоже тот же самый шаг такой, где-то полметра между лапами. В ту сторону пошагал. Блин, от реки они отошли далековато. Но это хорошо. Главное, чтобы возле избы не было. А тут бродят. Я и вон пришла. Иду, ребята. Под ногами миллион лежит вон. Клюква. Везде кругом клюква, клюква, клюква. Везде ягоды клюквы. Вон они. Собирай, сдавай. 150 рублей килограмм. На миллион можно набрать тут. Вышел на болото. Это не основное болото, это так. Но перейти прилично придется. Я, наверное, слева так обойду. И по просеке дальше сходим. Ну так, зигзагом. Буду ходить по тайге. А возвращаться уже по той стороне этого болота буду. По той стороне. Собака рядом тут. Ну, конечно, клюквы дофига тут. Следы лосиные тоже проходные ходили. Пока тишина, никого не видели. Идем дальше. Ну как эту красоту не заснять, ребят? Блин, не могу нарадоваться. Я иду и... Вообще я балдею, блин. Болото вон, чистое болото. Ягель, сосняк. Просто рай. Нет слова. Вот это красотень тут. Хорошее бревно. Вон, смотрите, какой здоровый. Сел отдохнуть. Собаки тоже отдыхают. Пью чай. Пью чай. С конфетами. Перекуса такого пока не будет. Будем идти по такому ягодному месту. Я здесь еще не проходил, между прочим. Я обычно болото пересекал. Или же по другой стороне ходил. И не раз. А здесь вот первый раз я присматриваюсь, какое место на будущее, чтобы ходить тут или уже не надо ходить. Если сыро, я не буду ходить. Если такой ягель, прям отлично сейчас иду. Нормально. Тишина, никого не встречаем.
Ну, Айда так осторожничает, где-то вот сейчас она что-то нюхтит, слышит, наверное. Проходил медведь, зверь какой. И ну, не по себе тоже становится. Потому что от избы уже мы далеко. Никто уже здесь не найдет. Если кто потеряется здесь. Вот так. В общем, пью чай и дальше идем.